Ассаляму алейкум, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы о понимании ислама, и мы так и назвали цикл наших бесед «Логика ислама». И вновь сегодня с нами вместе наш уважаемый Сирал Наджам. Ассаляму алейкум, Сирал Наджам. Алейкум ассалям, туллах баракат. Сирал Наджам, сегодня я хотел бы спросить, пожалуй, о самом важном вопросе, о понимании Бога. Что говорит ислам о нашей вере в Аллаха и каковы принципы нашей веры? Как мы должны верить в Бога, в Аллаха? Когда мы говорим о вере, мы должны знать, что вера в сердце – это важнее, чем то, что мы делаем своими руками или частями тела. То есть даже в шариате есть такое понятие амалюль кальб и амалюль джавари. То есть дела сердца и дела частей нашего тела. То есть то, что мы делаем руками, куда мы ходим ногами, что мы говорим языком и так далее и тому подобное. То есть основой является то, что в сердце. В сердце это вера. Вера в исламе, у нее есть несколько основ. Как мы знаем историю из известного хадиса, который рассказывает Омар ибн Хаттаб, что он сидел в собрании сподвижников, и с ними был посланник Аллаха. И затем к ним вошел один человек, который был в очень белой одежде, черными волосами, на нем не было следов пути, то есть ничто не указывало на то, что он приехал издалека, но в то же самое время никто из них его не знал. Этот человек сел напротив пророка Мухаммада, мир ему и благословение, и стал задавать ему вопросы. Первое, что он спросил, это основу веры. Он сказал, что такое иман. Иман. И посланник Аллаха говорит, иман – это веровать в единого Аллаха, веровать в его ангелов, в его посланников, в его книги, веровать в судный день, то есть жизнь после смерти и судный день, и веровать в предопределение добра и зла. Затем этот человек спрашивал об исламе, и пророк сказал, что ислам – это свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад, его раб и посланник. Это пятикратная молитва, это пост в месяц Рамадан, это выплачивать закат и совершить хотя бы один раз в жизни хаджи, если есть на то возможность. И дальше эта беседа продолжилась. В конечном итоге, когда он ушел, посланник Аллаха говорит, знаете ли, кто это был? Сподвижники сказали, что Аллах, его посланник, лучше знает. Пророк говорит, что это был Джибраил, ангел Джибраил, который пришел в образе человека. То есть он принял образ человека и пришел к нам сюда, чтобы научить вас вашей религии. То есть своими вопросами он обучил. Таким образом, мы из этой истории видим, и эта история, естественно, то есть вот эти слова, которыми пророк отвечал на вопросы Джибраила, они повторяются в некоторых аятах Корана, мы видим здесь основу веры. Первое – это вера в Аллаха, затем остальные, скажем так, подчиненные, зависимые основы веры. Это вера в его ангелов, в ангелов, созданных Аллахом, в его пророков, в его книги, в судный день и предопределение. Естественно, основа, самая первая основа – это вера в Аллаха. Вера в Аллаха Субхану Тааля, здесь представление в исламе об Аллахе Субхану Тааля строго ограничено тем, что передано нам в священных текстах. То есть это то, что перешло в Коране, или то, что пришло в достоверной сунне пророка. И это перекликается с теми темами, которые мы до этого обсуждали, то, что источники ислама – это Коран и сунна, пример пророка Мухаммада. Да. Веры – это только эти источники. То есть здесь нельзя использовать второстепенные какие-то источники. Например, нельзя обращаться к разуму, потому что Всевышний, его сущность, его качество, его атрибуты непостижимы для человеческого разума. Человеческий разум здесь может входить в какие-то заблуждения, ошибаться, и поэтому недозволительно. Поэтому у нас в исламе есть такое правило, что описывать или говорить о Всевышнем можно только то, что он сам о себе сказал. То есть описывать его или говорить о каких-то его качествах, особенностях и тому подобное можно только то, что он сам о себе сказал. И поэтому пророк Мухаммад, так как вера в Всевышнего и представления наши о Всевышнем ограничены тем, что передано в Божественном откровении в Коране или в Сунне, поэтому, кроме этого, размышлять о Всевышнем, то есть пытаться своим размышлением, каким-то рациональным мышлением и тому подобное, пытаться что-то добавить к представлениям о Боге, это в исламе запрещено. То есть, по крайней мере, это должно основываться на том, что передано в Откровении. И ни в коем случае не выходить против этого или не противоречить этому. Поэтому в одном из своих хадисов пророк Мухаммад сказал: не размышляйте об Аллахе, а размышляйте о его творениях. То есть размышляйте о Вселенной, о небесах, о земле и тому подобное. Можно ли сказать, что понимание Аллаха в исламе ограничено
таким понятием, как асма и вассифат, то есть имена и атрибуты Аллаха, о которых вы уже начали Как упоминать? правило, да. Есть, то есть мы говорим, сущность Аллаха неотделима, это одно целое с Его именами и Его качествами, атрибутами. Более того, то есть имена и атрибуты это не разные вещи. Почему? Потому что это, скажем так, терминологическое различие. То есть это практически одно и то же. Почему? Потому что имена Аллаха так или иначе разъясняют или раскрывают или указывают на то или иное качество Всевышнего. То есть Всевышний, у него есть имена. Опять же, эти имена это не то, как мы захотели его называть. То есть какие имена Аллаха приводятся в Коране, какие имена Аллаха приводятся в сунне пророка Мухаммада. Вот это является именами Аллаха, и только так с этими именами можно к нему обращаться. Качество Аллаха или атрибуты, сифаты, это практически то же самое, но единственное, например, некоторые сифаты или некоторые качества, может быть, нет имени, которое прямо указывает на это качество, или эти качества мы познали не из какого-то имени, а познали в общем из того, что поняли в Коране или в Сунне. То есть множество аятов или множество хадисов что-то говорят о Всевышнем, и мы поняли, что у Всевышнего есть такое качество. Поэтому в исламе, когда говорится о вере в Аллаха, мы говорим, что верим в Аллаха или наше представление об Аллахе, в которого мы верим, это представление сформировано вот этими именами и качествами. Ну и говоря, например, когда представители различных конфессий встречаются, и в итоге, как бы, находя общее между собой, говорят, что все равно Бог один, мы понимаем, что в нашем понимании Бог это факту, тот, каким он себя описал. Он один. Да. Бог по факту он один. Но представления людей о Боге могут быть различные, некоторые из них могут быть неправильные, и в принципе это мы можем с вами увидеть. Я здесь хотел бы один момент отметить, что когда мы говорим про иман, в Коране иман не приходит как какое-то философское учение, какие-то абстрактные философские правила. То есть иман это раз, два, три, четыре, пять. Практически всегда иман, когда разъясняется в Коране, разъясняется через пример верующих. То есть посредством примера верующих. То есть Всевышний не говорит, что иман это 1, 2, 3, 4, 5. Такого в Коране мы не найдем. А как правило, то есть в большинстве своих аятов Всевышний разъясняет иман через примеры реальных людей. То есть говорит, воистину верующие это те, которые обладают такими-то, такими-то качествами. То есть не говорится об имане как о чем-то отдельном от человека. Иман не может существовать отдельно от человека. Иман это не что-то существующее, не какое-то явление или сущность, которая вот где-то отдельно существует во Вселенной, она где-то витает. Иман это то, что находится в человеке. То есть иман существует тогда, когда он есть в человеке. С человеком, в его сердце, в его мыслях, в его убеждениях, в его чувствах, в его целях, в его намерениях, в его мировоззрении, в его ценностях, в его нравственности и в его практических делах. Поэтому Всевышний, например, когда говорит об имане, во-первых, иман, то, что принес нам посланник Аллаха, и то, зачем мы должны последовать. Да? И Всевышний, например, когда говорил о миссии пророков и посланников, он говорит, Всевышний уже проявил свою доброту к верующим, когда послал к ним из них самих пророка, посланника, из них самих. Он читает им его знамения, то есть читает им знамения Аллаха. Он обучает их книге, то есть Корану, он обучает их мудрости, то есть сунне, и очищает их, то есть воспитывает, духовно-нравственно их воспитывает. То есть вот с этими четырьмя задачами приходит пророк. Первое, это читает им знамения. Второе, очищает их, то есть воспитывает духовно-нравственно. И третье и четвертое, это обучает их книге и обучает их сунне. Вот это все, когда верующий в это уверовал, вот это полноценно есть иман. То есть иман это не какие-то философские, теоретические пункты или тезисы, вот как в какой-то, я не знаю, сборник каких-то правил, что ты верующий тогда, когда раз, два, три, четыре, пять. Иман это то, что объединилось. Это когда ты последовал за знамениями, которые разъяснил и читал тебе пророк. Когда ты последовал за его духовно-нравственным воспитанием, когда ты очистился, очистил свое сердце, когда ты уверовал и правильно понял книгу, когда ты уверовал и правильно понял сунну, последовал за всем этим наполнилось твое сердце, это сформировало твое мировоззрение, твои мысли, твой образ мышления, твои ценности, твоя цель в жизни. И все это влияет или направляет, регулирует твои поступки и твои дела. При этом иман
одно из условий имана, что не должно быть никаких сомнений. Поэтому Всевышний в Коране говорит, воистину верующие, это те, которые уверовали в Аллаха и в Его посланника и не сомневались. Это тоже одно из особенностей или обязательных условий настоящего имана. То есть Всевышний не отделял иман от духовно-нравственного состояния человека, не отделял иман от намерений человека, не отделял иман от практических действий человека, а всегда объединял, что это все вместе, это есть иман. Все это вместе есть вера. А как это делалось? В аятах это разъяснялось посредством примера верующих. То есть, воистину верующие это те, воистину верующие это те. То есть в одном из аятов тоже я его приведу. Воистину верующие это те, которые, когда упоминается Аллах, их кожа, на ней проявляются признаки страха, на их коже, на их волосах. Мурашки по коже. Да, мурашки по коже, то есть проявляются признаки страха. А когда им читают знамения их Господа, их иман, их вера увеличивается. То есть это еще одно качество имана верующих. Они уповают, полагаются на своего Господа, выстаивают молитву, и из того, что Всевышний им дал, расходуют. То есть расходуют из своего имущества, из своих денег. Воистину они верующие на самом деле. То есть поистине они верующие. То есть мы видим, что иман Всевышний не разъяснил как какой-то сборник абстрактных там идеологических убеждений. Это верить в то и все. Как мы видим, Всевышний говорит, что верующие, то есть люди верующие, обладатели имана, это которые испытывают страх при упоминании Аллаха, увеличивается их вера, когда они читают или видят или созерцают знамения Аллаха. Они полагаются, уповают на Аллаха, то есть такое качество, как таваккуль. Они выстаивают усердно молитву, они расходуют из своего имущества на благие дела. Воистину они верующие. Вот, то есть это разъяснение Корана, подход Корана к пониманию, что такое иман в Аллаха, вера в Аллаха и все остальные основы. То есть в аяте тоже перечисляется 6 пунктов, но это не те именно столпы веры, о Да. которых говорится в хадисе, а именно физические проявления этой веры и связаны Дела, непосредственно с как мы поступками. видим, Да. в психологическом состоянии Да, человека, да. страх при упоминании Аллаха, упование на Аллаха там, и соблюдение обрядов, молитва, расходование своего имущества, то есть щедрость и благодеятельность, да, когда человек занимается благотворительностью и так далее. Изучая асма ва сифат, то есть имена и атрибуты величественного, Всевышнего, всемогущего Господа, Творца, мусульманин, выходит, должен именно проецировать эту веру, эти свои знания на свои поступки, на свою дальнейшую жизнь. И эта вера охватывает всю его жизнь в последующем. Но мы можем заметить следующее среди мусульман. То, что, читая какой-либо аят, связанный с описанием Всевышнего, среди мусульман начинаются дискуссии, что это значит, почему так именно говорится, а как мы должны это понимать. И начинаются именно теологические споры. Сералджа, мы до этого с вами обсуждали некоторые спорные вопросы касательно обрядов поклонения или там предписания религии, но, пожалуй, здесь существенное отличие есть в том, что, говоря о вере во Всевышнего и споря о таких вопросах, дискутируя, мусульмане начинают обвинять друг друга в неверии, например, в искажении веры. И я думаю, мы должны обязательно затронуть эту тему отдельным вопросом обговорить. Главный смысл веры в Аллаха в исламе – это единобожие. Когда говорим о единобожии, единобожие проявляется в нескольких вещах. Например, единобожие может быть изначально в представлении о сотворенности Вселенной, то есть кто создал этот мир. В некоторых религиозных системах можем увидеть о том, что говорят о нескольких творцах. Ну, я не буду там называть, но в принципе это в истории, в религиоведении, в истории религии в разных цивилизациях можно увидеть, что есть такие верования, которые говорят о создателе добра и создателе зла, двух создателя, да, или создатель тьмы, создатель света там, и так далее. То есть, когда мы говорим о единобожии таухид в исламе, то первое это единственность Аллаха как Творца. Да, то есть никакого другого Творца, Создателя не существует. Все, что в этом мире, в этой вселенной существует, все это сотворено только лишь Всевышним Аллахом. В принципе, например, когда говорим о пророке Мухаммаде и многобожниках, к которым он обращался со своей проповедью, они верили в Создателя Всевышнего. Даже в Коране об этом говорится. Если ты их спросишь, кто сотворил небеса и землю, они скажут Аллах. То есть они верили в единственность Аллаха как Создателя Вселенной. Но почему-то все равно остались многобожниками. многобожниками. Почему? Потому что они другие
аспекты божественности отнесли к иным, кроме Аллаха. То есть придавали Аллаху сотоварищей, делали ширк, это называется ширком. Ширк это значит кого-то сделать компаньоном Аллаха, кого-то сделать равным, соратником там, и так далее. Другими словами, придать кому-то то или иное божественное качество. Например, если человек верит, что Всевышний есть Бог, Создатель небес и земли, но он параллельно с этим, у него есть такое убеждение, что кто-то кроме Всевышнего, например, дает здоровье, что кто-то кроме Всевышнего дает благосостояние и тому подобные вещи, или, например, что кто-то кроме Всевышнего прощает грехи, то здесь уже это нарушение единобожия, это уже проявление многобожества. Поэтому, например, в одном из аятов Всевышний говорит о последователях некоторых религий, говорит, что они сделали своих священников и своих монахов своими богами. И один человек был, Ади ибн Хатим, он исповедовал когда-то эту веру, затем принял ислам, он пришел к пророку Мухаммаду и говорит: «О посланник Аллаха, почему Всевышний в Коране говорит, что они сделали священников и монахов своими богами? Мы, когда я раньше следовал этим религиям, я не делал, то есть я не обращался к священникам и к монахам как к богам, то есть я не смотрел на них как на богов». Пророк Мухаммад здесь указал на один из аспектов обожествления. Он сказал: да, но они тебе что-то приказывали, ты им подчинялся? Он говорит: да. Они тебе что-то запрещали, ты следовал этим, то есть ты соблюдал эти запреты? Он говорит: да. Он говорит: вот это и есть обожествление. То есть обожествление — это не только кого-то считать творцом вселенной, но это также, например, кого-то считать обладателем власти над тобой, твоим Господом, которому ты подчиняешься. Обращаться к кому-то как к источнику законов, как к источнику приказов и запретов. Поэтому и во всем остальном, болезни, благосостояние, удел твой жизненный, да, и тому подобные вещи. Если человек, например, боится что-то или кого-то больше всего остального, это уже проявление обожествления. Если человек любит что-то из существующего или, может быть, несуществующего, но имеющего место в его голове, в его воображении, боится что-то или любит что-то больше всего остального, вообще, о чем он только знает, боится что-то больше, чем все остальное, о чем он знает, или любит что-то больше, чем все остальное, о чем он знает, это уже проявление божественности. Почему? Потому что в исламе только Бог заслуживает наивысшего и самого сильного страха. Благодарю вас, Тиран Аджам, за те основные напоминания, которые вы донесли до нас сегодня. И, иншаллах, до следующей встречи. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Алейкум салам.